Ну что ж, друзья, всем привет! Давно мы с вами не виделись. Я все еще Бахыт Шикуралиев и все еще являюсь спортивным журналистом. И сегодня очередной выпуск нашего влога. И в нашей работе бывает и такое. Наконец-то дождались. Сейчас мы с вами направляемся к такси, на котором поедем в аэропорт Манас. И оттуда летим в Москву на чемпионат мира по футболу. В общем, друзья, мы прошли досмотр и уже здесь ждем накопители своего вылета. Во время досмотра спросили, везу ли я что-то запрещенное. Я немножко растерялся, но в итоге пришел в себя и сказал, что ничего не везу. Кстати, один дядька, Аташка, там вез с собой огромный пакет с булыжниками. Представляете, просто огромный пакет с камнями. Наверное, он болельщик сборной России, предчувствует, как выступит его команда и готов кидать эти камни в Кокорино. Кокорина, кстати, нет, так что кидать будет далеко. В общем, друзья, мы зашли в самолет, сели уже и совсем скоро полетим. Природа уже сейчас решила готовить нас к московской погоде, и поэтому сейчас уже в Бишкеке практически как в Москве белокаменный. Смотрите. Спустя 4 с небольшим часов мы все-таки прибыли в Москву, аэропорт Шереметьево. До чемпионата мира еще несколько дней, но здесь уже чувствуется атмосфера чемпионата мира и вокруг огромное количество болельщиков, которые прибывают и прибывают в Москву. Что удивительно, очень много на данный момент болельщиков из Южной Америки. Я видел очень много перуанцев, колумбийцев, аргентинцев, несколько человек прошло. Вот тут очень колоритные мексиканцы, если я не ошибаюсь, собираются вот в такие группы для того, чтобы заполнить необходимые документы. В общем, атмосфера с каждым днем становится все футбольнее и футбольнее. А вот вам, друзья, и атмосферочка. Чемпионат мира, группы, расписание. Выходишь и сразу все видишь. Чем вам не футбольное настроение-то? Мы наконец-таки доехали до места дислокации. Я, кстати, совсем забыл вам рассказать, с какой целью мы сюда едем. Помимо того, что мы едем на чемпионат мира, у нас детская социальная программа «Футбол для дружбы». И один из наших героев, участник прошлогоднего проекта Улан Дүйшенкулов, у нас сейчас на плакатах данного проекта. Смотрите, вот он, Улан, и вот наш колпак. Нам пора заселяться. Второй день международного футбольного проекта «Футбол для дружбы», детский социальный проект, стартовал и стартует он с передачи «По домам». Помните, была такая по каналу MTV, и сегодня я покажу номер, в котором я живу. Отель Измайлова Дельта, 4 звезды, если не ошибаюсь. Если честно, в прошлом году в Питере были номера и намного получше. Даже, что скрывать, на Иссык-Куле у Апашек есть номера, которые немного да получше. Ну что ж, давайте смотреть. Так выглядит номер. Заходишь, тут же сразу у нас ванная, уборная. Кстати, вот этот волос я вчера заметил, и он до сих пор здесь. Он не мой, он слишком длинный. Номер у меня, как сказали, бизнес-класс. Кровать двойная здесь. Есть вещи, какие-то странные одеяла. Вот такой номер, такая кровать. Я только что встал с нее. Здесь есть все, сумки, все, что нужно. Флаг страны, который будет веять на матче открытия. И вот вид с моего номера. Если вы видите, сейчас я вам попробую показать. Вот она, Останкинская башня. Вот здесь, если не ошибаюсь, это Москва-Сити, поправьте меня, я впервые в Москве. Ну и, ребята, вот что случается с вами, когда вы не готовитесь и не узнаете заранее, где вы будете жить. Это, как говорится, счастье от незнания. Вот я не готовился и с радостью утром обнаружил, что рядом с нами, друзья, смотрите. Кстати, смотрите, какая высота, 28 этаж. Смотрите, что у нас есть. Сейчас я вам покажу. Вот он, ребят, вы его узнаете, а? 3 секунды, давайте. Раз, два, три. Да, это стадион действующих чемпионов России, московского Локомотива, где сейчас к чемпионату мира готовится судейский состав. Может быть, там где-то Равшан Эрматов, рекордсмен мира по количеству обслуженных матчей. Друзья, у нас остается 10 минут для того, чтобы собраться и спуститься вниз, поэтому пользуемся старым добрым трюком перевоплощения. Походу, батарейка села, да? О, это уже другое дело. Мы погнали. Вот это уже совсем другое дело, согласитесь, разношерстные ребята со всего мира здесь ходят и
В своих национальных костюмах будут сегодня болеть, представлять будет сегодня очень красиво. Смотрите, перуанцы какие, а, Фарфан. Фарфан. Да, есть любители Фарфана, вот и Мексика, Чичарито. Есть, конечно, и представители, болельщики сборной России. Куда ж без них. Ну что ж, достаточно быстрая процедура досмотра входа на стадион. И мы вот уже, можно считать, внутри этой арены. Людей огромное количество. Не то, что на Спартаке, но нет никакой давки. Все организовано, все культурно. И мы уже здесь. Нужно поторопиться, потому что уже совсем скоро начнется церемония открытия. А мы все еще здесь. И все это московские пробки. Смотрите, какой красавец стадион. Ну и, конечно, атмосферка соответствующая. Праздник футбола сегодня наступает не только в Москву, но и во всем мире. Все будут сидеть у своих экранов, телевизоров, планшетов, компьютеров и мобильных телефонов за событиями, которые будут развиваться в последующий месяц. Хорошего дня. Здесь сконцентрирован на Лужниках. Вот мы идем, это 6-й этаж. Это наши билеты. И смотрите, что сейчас будет. Мы такие идем такие, тут бабу! И тут такой стадион, и тут такие вот фараоны, салахи. Господи, боже мой, мама, спасибо большое, что ты меня родила. И я увидел всю эту красоту. Что ж, друзья, закончилась официальная церемония открытия чемпионата мира 2018 года. Я счастлив здесь быть, и в то же время я очень рад, что здесь нету Гульзат Мамытбек, иначе здесь так масштабно, мне кажется, она бы орала и порвалась бы. Хорошо, что ее здесь нет. Это просто круто и масштабнейше. Что то ли еще будет дальше. Ну все. Все официальные штучки соблюдены. Теперь только игра, только футбол. Все, чемпионат мира стартовал! Мы сидим примерно за воротами Игоря Кенжеева. Вот он маленький, вот здесь стоит. Первая атака сразу. Ворота Игоря. Выбили мяч на подборе. Снова россияне. Головин. Головин можно пробить. Нет, навешивает. Два игрока. Удар. Гол! И я теперь начинаю понимать, почему некоторые зрители начали уходить на 86-й минуте. Они знали примеры предыдущих игр на Лужниках сборной России, когда болельщиков со второго яруса не выпускали. Примерно такое же творится сейчас. Весь второй ярус не уходит не из-за уважения к футболистам сборной России, а потому что их просто не выпускают. Смотрите. Весь верхний ярус стоит, ждет, когда их выпустят. Все по чуть-чуть расходятся со стадиона. Вы представляете, да? Чемпионат мира, матч открытия. Сборная России громит соперника со счетом 5-0. И болельщики вот так вот тухло уходят со стадиона. Вы можете себе представить, чтобы мы взяли там в финальной стадии Кубка Азии, обыграли Филиппины со счетом 5-0, и чтобы кыргызы вот так уходили со Спартака? Да никогда! Мы бы пели песни, мы бы орали. Я один пел Катюшу, 3 куплета. Я один пел 3 куплета Катюши, никто мне не подпел. Может быть, слова люди сейчас не знают. Ну, не знаю. Как-то не весело они празднуют победу своей
Сборная в первом матче. Нельзя так, уважаемые друзья. Ой, в общем, ребята, еще раз убеждаюсь в том, что чемпионат мира — это то место, где случаются просто чудеса. Иду я такой с матча, радостный голос у меня сел от победы сборной России. И тут рядом со мной проходит, угадайте, кто? Угадайте, нет, не угадаете никто. Рядом со мной прошел Райан Гиггс, просто взял и прошел. А я подошел такой и сфотографировался с ним. Что ж, друзья, на этом наше путешествие под названием «Чемпионат мира по футболу» и матч открытия заканчивается. Мы с вами посмотрели прекрасный матч с участием сборных России и Саудовской Аравии, где увидели с вами сразу 5 забитых мячей. Как мы с вами уже увидели позже, матчи между Уругваем и Египтом и Марокко и Ираком включили в себя лишь 2. Матч «Чемпионат мира» для вас мы стартовали, а как он продолжится для каждого из вас, решайте сами, будьте на волне. Спасибо большое всем организаторам данного проекта, ну и, конечно же, Управлению физкультуры и спорта города Бишкек за возможность посетить чемпионата мира и за то, что реализовали мою мечту. Мальчишка, который внутри меня, очень-очень счастлив.